Мужчина никогда не должен забывать о том, кто оказался рядом с ним в трудную минуту. Саид Афанди, каддасаллаху сирраху, помнил даже человека, который научил его точить косу во время сенокоса, как он сам нам рассказывал, и интересовался его положением. Об этом также пишет имам Аль-Газали в своей книге «Ихья», о том, что великие люди при достижении высокого положения не забывают о тех, кто посещал их в бедности, был рядом в трудностях. Это и есть путь нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так, в день взятия Мекки пророк, алейхиссаляту вассалям, долго разговаривал со старой женщиной, постелив ей свою накидку. И когда Айша, да будет доволен ею Аллах, спросила про эту женщину, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, что эта женщина часто посещала нас при жизни Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. На это Айша, да будет доволен ею Аллах, с недовольством сказала, мол, все время говоришь про Хадиджу, хотя Всевышний дал тебе молодую девственницу. Пророк, алейхиссаляту вассалям, поклялся именем Всевышнего, что нет такого человека, как Хадиджа, ибо она была дарована ему Всевышним в самое сложное и необходимое время. Что самое нужное время она приняла ислам, самое нужное время имуществом и возможностью она помогла, и Всевышний одарил меня наследниками от нее. Разве забыл пророк, алейхиссаляту вассалям, об этом? Никогда не забывал. Про это сегодня и мы должны знать, братья, и помнить это. Мы не должны быть обманутыми.